Здравствуйте, это рубрика «Мобильные новости» и я, Ольга Башук. В эфире наш обзор на фото и видео, набравшие большую популярность за последнюю неделю в социальных сетях. Итак, начнем. Уникальный красавчик из Якутии и новый арт-объект в Нерюнгри. Корреспонденты облили водой в прямом эфире, любители фотошопа отправили кота в космос и как россияне ищут кино в интернете. Турецкий пасечник использовал медведей, чтобы увеличить продажи, и самый милый флешмоб августа, который взорвал интернет. Эти и другие новости сегодня в эфире. Начнем по традиции со сводки якутских мобильных новостей. Якутский спортсмен попал в топ-15 мужчин, которые меняют стандарты красоты. Данные опубликовал сайт трендов trendingpost.net. Неожиданно в топе оказался Николай Матананов, серебряный призер игр Дагына. Как отметила редакция сайта, у этого потрясающего молодого человека очень экзотические черты лица. Напомню, в прошлом году Николай снялся у фотографа Армана Ливанова. В фотосессии спортсмену нужно было изображать индейца. Якутяне заняли 3-е место на международном фестивале народных ремесел «Праздник топора» в Томске. В нем приняли участие более 200 мастеров из 30 стран мира и 37 регионов России. Якутию на фестивале представили 18-кратный победитель международных фестивалей, обладатель Кубка Китая и Канады Егор Степанов и его брат Герасим Максимов. Работа якутских мастеров называется «Мамины украшения». Она очаровала жюри своей изящностью и озорством. В Национальном музее Республики Алтай состоялось открытие выставки Миры Аргуновой «Четыре крыла». 59 картин, посвященных людям и природе родной Якутии и Республики Алтай, заняли 3 зала общей площадью 200 квадратных метров. Как отметили в Минкульте республики, выставка отражает огромную духовную силу, связывающую неразрывными узами 2 братских тюркских народа – якутов и алтайцев. А в Нерюнгри художницы Ирина и Елена Лебедевы завершили работы по росписи Белаза. Создавая объект, сестры Лебедевы отталкивались от символики на гербе города Нерюнгри. На расписанном Белазе, как и на гербе, изображены 3 серьги и рыбы. Также художницы затронули тему экологии, изобразив на Белазе птицу и другие природные мотивы. Перейдем к российским мобильным новостям. Корреспондента матча в прямом эфире облили поливальные машины. Самый смешной момент 7-го тура РПЛ – прямое включение корреспондента Евгения Евневича со стадиона ЦСКА за час до игры армейцев с Ахматом. Евневич собирался зачитать составы команд, когда попал под атаку поливальных машин. Красота! Ну вот, все равно продолжаю свой эфир. В общем, сложно будет ЦСКА усилить как-то игру по ходу этого матча. И становлюсь еще бакрее и бакрее. Но все равно продолжаю говорить, у Ахмата тоже все очень интересно. Это минутное происшествие обеспечило Евневичу колоссальную популярность. Он стал звездой не только российских СМИ. Корреспондентам начали интересоваться и за рубежом. Кроме этого, в социальных сетях ему пророчат ТЭФИ, а также слагают мемы. Моушн-дизайнер Андрей Чауческу из Волгограда добавляет русских актеров в голливудские фильмы. Так, в трейлере «Ангелов Чарли» в роли любительницы вечеринок Сабины Михаил Ефремов, боевой Джейн Михаил Ефремов и даже ученая Елена – это Михаил Ефремов. Что, типа девушки-шпионы? Джейн – бывший агент Ми-6. Отпад. Что вы сделали со Свеном? Пережала сонную артерию, чтобы прекратить подачу кислорода к мозгу. А это безопасно? Он простит. Моушн-дизайнер отметил, что на производство роликов уходит много времени. На дипфейк с Ефремовым он потратил более 4 недель. После просмотра видео Михаил Ефремов отметил, что сделали прикольно, только непонятно зачем. Как люди ищут в интернете кино, когда не могут вспомнить название? Компания Яндекс опубликовала в своем блоге исследования таких запросов. Например, ключевые слова «карлики», «кольцо» и «эльфийский» не оставляют поисковику сомнений в том, что ищет «Властелина колец». В запросах про «Интерстеллар» слова «космос», «застрял» и «шкафы» тоже делают свое дело. Поклонники Стражей Галактики, как выяснилось, нередко путаются в написании имени древоподобного гуманоида и называют его Грунтом, но на результат это никак не влияет. С Леонардо Ди Каприо и Волком с Уолл-стрит все понятно. А к сериалу «Детективное агентство Дирка Джентли» есть много вопросов. Космический путешественник из Москвы по имени Хосика. У этого знаменитого кота есть свой инстаграм, на который подписалось больше 1,5 миллиона человек. А совсем недавно он снова взорвал интернет. В инстаграме появилось фото Хосико, где тот сидит один в специальном рюкзаке для переноски животных. Мимо этого снимка не смогли пройти любители фотошопа.
подмосковном городе Одинцово отныне будет красоваться самое большое граффити космонавта Юрия Гагарина. Его автор – итальянский художник Йорит Агоч. 60-метровый портрет оказался в центре внимания пользователей соцсетей. А сам художник убежден, что стрит-арт не просто должен украшать город, но и транслировать определенные мысли и идеи. Другой художник создает веселые портреты своих подписчиков. Анатолий Чилик хорошо известен благодаря своим нестандартным и забавным работам. На этот раз он устроил небольшой марафон и предложил подписчикам пожертвовать деньги на благотворительность. А в качестве благодарности он нарисовал для каждого портрет по фотографии. По мнению пользователей, рисунки получились настолько смешные, что способны поднять настроение даже после самого тяжелого дня. Праздник, от которого уже не скрыться за блокировками и спам-фильтрами в соцсетях. За несколько лет песня Михаила Шафутинского превратилась в мем, а день, который в ней упоминается, в полноценный праздник русскоязычного сегмента интернета. Как и любой праздник, 3 сентября начали предвкушать заранее. Тем временем сам Михаил Шафутинский в своем инстаграм напомнил о приближающейся дате. Дорогие мои друзья, совсем скоро 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят обещания, в день, когда я совсем один. А я не хочу быть совсем один в этот день. Вообще не хочу быть один, хочу быть с вами. А Додо Пицца запустила игру наподобие Flappy Bird в маске для Инстаграма. Пользователям нужно обходить препятствия, управляя птицей бренда с помощью крика. Для управления этой птицей не обязательно кричать по-настоящему, достаточно открывать рот, а маска сама добавит случайный эффект крика. Перейдем к мировым мобильным новостям. Райан Рейнольдс забавным образом поздравил жену с 32-летием. Знаменитый голливудский актер и его супруга Блейк Лайвли счастливы в браке уже 7 лет. Семейство не упускает возможности повеселить друг друга, в том числе в социальных сетях. На этот раз Рейнольдс опубликовал в Инстаграм совместные фото с женой по случаю ее дня рождения. При этом он хорошенько постарался и выбрал только те кадры, где сам получился, а его возлюбленная вышла максимально неудачно. Наверное, от счастья можно и плакать. По крайней мере, в этом убеждаешься после просмотра этого видео. Влюбленная пара сидит на полу в зоомагазине. Девушка ласкает маленькую собачку. Идут в самый неожиданный момент. Парень достает из кармана кольцо. Девушка от счастья начинает истерично плакать. Похоже, это долгожданное признание едва не довело ее до сердечного приступа. She's gonna have a heart attack. Тем временем в интернете смеются над парнем, чья девушка словила букет на свадьбе. По глазам бойфренда понятно, что он в ужасе от такой перспективы. Интернет-пользователей страшно развеселила его застывшая улыбка и то отчаяние, с которым он отрицательно покачал головой. Еще один забавный случай произошел в США на международном теннисном турнире US Open. Во время одной из пауз испанский теннисист Фелисиано Лопес решил сменить футболку, и в этот момент в объектив камеры попала реакция одной из зрительниц турнира. Девушке настолько понравилось увиденное, что она решила сделать пару фотографий полуголого спортсмена на память. Пользовательница Twitter выложила данный ролик у себя в профиле с подписью «Блондинка слева, все мы немного эта девушка». Данная запись стала вирусной и набрала более 180 тысяч лайков и 20 тысяч репостов. Итальянский художник-самоучка Кристофоро Скарпинетти, известный в соцсетях под ником Криско Арт, уже несколько лет создает светящиеся в темноте картины. Необычность этих работ в том, что каждая из них представляет собой два рисунка, которые рассказывают две разные истории. Одну, когда свет включен, вторую, когда выключен. Теперь у художника есть целая армия поклонников. За талантливым парнем следит 1,5 миллиона человек на Facebook и 600 тысяч пользователей Instagram.
Вы когда-нибудь видели лица в чашке кофе, бегемота в облаках или улыбающуюся физиономию в цветке? Не волнуйтесь, вы не сумасшедший, вы человек с богатой фантазией. Эта забавная способность называется парейдолия, психологический феномен, благодаря которому мы можем увидеть человеческие лица в неодушевленных предметах. Художник Кит Ларсен тоже видит лица в окружающем мире и создает из этих гримас забавные иллюстрации. В его коллекции уже сотни смешных рисунков и почти 50 тысяч подписчиков в Instagram. Турецкий фермер сумел использовать медвежью любовь к меду на пользу своему бизнесу. Пчеловод сделал косолапых дегустаторами своего меда. Он накрыл стол, на котором выставил в достаточном количестве 4 свои основные сорта меда и направил на угощение видеокамеры. Оказалось, что медведи отлично разбираются в меде. Они безошибочно находили самый дорогой и изысканный сорт, и пока его не съедали, к другим не переходили. Теперь медведи-дегустаторы – это основная фишка пасеки. История с медведями стала отличным маркетинговым ходом и позволила значительно увеличить спрос на сладкую продукцию. А теперь о других четвероногих преступниках. Ограбление котами холодильника сняли на видео. Отменную ловкость и смекалку продемонстрировали 2 кота-грабителя. Но в последний момент операция провалилась. И напоследок животные и мистер Сэндман – самый милый флешмоб, который просто взорвал интернет. Он появился после ролика с котом по имени Эд. Его выложила хозяйка из канадской провинции Онтарио. Уже после появились тысячи пародий. Флешмоб не оставил в стороне и собак. И самое удивительное, что позже появились видео с попугаями. И многие, вероятно, задаются вопросом, как проходит съемочный процесс, так называемый бэкстейдж, в следующем видео. А это были мобильные новости, именно те, которые последнюю неделю обсуждали в сети. И если вы стали очевидцем интересного события и являетесь автором популярного ролика, присылайте свои материалы в WhatsApp на телефон, который вы видите сейчас на экране. Помните, именно ваше видео может стать популярным. Но я прощаюсь с вами до следующей недели и хороших вам выходных!